В Коми завершился этнофестиваль «Люди леса». На нескольких интерактивных площадках для жителей и гостей столицы впервые были организованы дегустации, мастер-классы, лекции, конкурсы, театральные и музыкальные представления. Ольга Коняева на все попала. Так, яйцо нужно нам? Сверху смазать, да? Сейчас вы меня научите готовить настоящие шанги. Первый и единственный московский кулинарный театр «Вкуса» дает представление для гостей фестиваля «Люди леса» в Сыктывкаре. Герои – семья пекарей. Их секрет – кусочек теста, который передают от поколения к поколению. Кульминация – наивкуснейшие шанги. На соседней площадке уже готовая традиционная выпечка на любой вкус и размер. Гигантские и сантиметровые, с крупой и морковкой. А к ним целебный чай с экологически чистых плантаций Ыба. В Ыбе у нас 12 православных источников, да? Вот эта вода непосредственно, которой мы завариваем чай, всех скорбящих радости. Вода чистая, место красивое, травы собираются вместе небывалой красоты, то есть на 7 холмах, экологически чистые. Люди, которые собирают, это Свято-Вознесенский храм под руководством отца Георгия. Базовая тема первого этнофестиваля – гастрономия. Еда как часть культуры. Дегустацию местных изысков мы проводим вместе с известным российским блогером, руководителем проекта «Вкусно жить» Андреем Желтовым, одним из организаторов фестиваля. Магия этого свежего фермерского сыра в том, что его надо съесть сегодня. То есть надо есть уже? Пока он пахнет, пока он вкусный. Кушать? Конечно, немедленно. На него можно капнуть вареница. Можно макнуть его в местный мед. Меда не нашел, но знаю, что в Ыбе пчеловод есть. Подкрепившись, идем дальше. Здесь отдыхают в гамаках и слушают приятную музыку. Рядом делают зарядку и дегустируют чай. Самое популярное детское развлечение – обычное сено. Есть забавы и для взрослых. Я вот тут бревно бросал, получил титул Кудымоша. Так что я теперь большой человек лесной. И вообще, все площадки посмотрели, шаньки попробовали. В общем, все здорово. Архитектурное пространство для людей леса создают прямо у нас на глазах. Одни работают пилой, другие красками. Потому что музыкальная радиостанция. Соответственно, и олень у нас будет музыкальный. И что вы рисуете на нем? Мы рисуем ноты, мы рисуем цвета сегодняшнего праздника. Ну и надеемся на то, что этот олень будет стоять у нас в офисе. Люди леса, по задумке организаторов, это коми-народ. Предки зырян вышли из тайги, но теперь отдалились от природы. Этнофестиваль – это туристический проект, который напоминает о корнях жителям республики и знакомит с культурой коми гостей региона. На празднике можно почувствовать себя настоящим коми-оленеводом буквально на своей шкуре, примерив настоящую зимнюю малицу оленевода, побывав в чуме, привезенном из Сизявска, и пообщавшись с настоящими ижемцами. Связь прошлого и настоящего на фестивале везде. Вот и хозяйка чума Зинаида Вокуева рассказывает своим гостям о специальных женских национальных сумках. Почти такие же в это время мелькают на подиуме в руках моделей. Этнотема снова в моде. Ольга Коняева, Павел Фетисов, телеканал Юрган.